Здравствуйте, ребята! Я приготовила для вас интересный урок. Надеюсь, вы готовы. Давайте приступим. Информатика 7 класс. Тема урока «Конструкторы сайтов». Ребята, разгадайте ребус. Ответ. Конструктор сайтов. Это тема нашего урока. Сегодня на уроке мы узнаем, что такое конструктор сайтов, лендинг, шаблон, лонгрид, контент. Познакомимся с конструктором сайтов Wix. Научимся создавать сайт. Лендинг – это одностраничный сайт. Основная задача такого ресурса – побудить посетителя к выполнению целевого действия. Лонгрид – длинный текст, статья, рассказ, разбитый на блоки с помощью различных мультимедийных элементов, фотографий, картинок, видео, диаграмм. Контент переводится как содержимое. Контент сайта – это все содержимое сайта, предназначенное для конечного пользователя. Это текст, картинки, видео и аудиофайлы. С развитием интернета и бурным ростом количества веб-сайтов появились специальные конструкторы, позволяющие даже новичкам без знания HTML-верстки быстро создавать свой сайт. Для начала стоит разобраться, что подразумевается под словом «сайт». Это интересно. Первый в мире веб-сайт info.cern.ch был создан 6 августа 1991 года британским ученым-изобретателем Тимом Бернерсом-Ли. Это был простой текстовый веб-сайт, без какой-либо графики, который объяснял, для чего нужна технология World Wide Web. На сегодняшний день сайт обозначает определенное место во всемирной сети интернет, и это место не ограничено ни размерами, ни количеством. Мы даже не задумываемся о том, сколько сайтов существует во всем мире и с каких этапов началось сайтостроение. Ребята, для создания своего сайта мы можем использовать онлайн-конструкторы. Они называются системами управления содержимым или движком сайта, CMS – Content Management System. С их помощью можно создавать и редактировать страницы сайта и изменять его содержимое, наполнять документами, фотографиями, видеофайлами и другим материалом. В большинстве конструкторов уже имеются готовые шаблоны. Это шаблоны сайтов-магазинов, сайтов-визиток, лендингов и так далее. По статистике, около 99% всех существующих сегодня веб-сайтов разработаны с использованием различных конструкторов. Некоторые из них популярны по всему миру, например, WordPress, Drupal, Joomla и другие. Сейчас я вас познакомлю с одной из самых популярных платформ для быстрого создания сайтов. Wix – это универсальный конструктор, главной особенностью которого является огромная база профессиональных шаблонов. На Wix можно собирать сайты любого типа, используя широкие возможности встроенных инструментов и приложений. Wix советует для создания самых разных сайтов, от простых лендингов до интернет-магазинов и информационных порталов. Как создать сайт бесплатно? Чтобы создать сайт в бесплатном конструкторе Wix всего за 5 шагов, мы должны выполнить следующий алгоритм. Шаг 1. Зарегистрируйте бесплатный аккаунт Wix и определитесь, какой сайт хотите создать. Шаг 2. Ответьте на несколько вопросов, чтобы получить готовый сайт, созданный для вас искусственным интеллектом Wix ID. Или выберите дизайнерский шаблон
на свой вкус в классическом редакторе Wix. Шаг 3. Меняйте на сайте все, что хотите. Добавляйте изображения, видео, текст и другие детали. Шаг 4. Когда будете готовы, опубликуйте свой сайт и поделитесь им со всем миром. 5 шаг нам делать не обязательно. Делаем переход по ссылке «Создать сайт» и попадаем на страницу, где необходимо зарегистрировать свой аккаунт. После заполнения всех полей нажимаем кнопку «Создать». Затем, ребята, нужно в своем почтовом ящике подтвердить свою электронную почту. Нажимаем на главную и переходим на страницу, где нам необходимо выбрать категорию нашего сайта. Я выбираю другое. Теперь выберем «Создайте сайт самостоятельно» в редакторе Wix. Нажимаем кнопку «Выбрать шаблон». Следующий этап мы должны выбрать шаблон для нашего сайта. Значит, здесь мы можем просмотреть. Каждый шаблончик имеет 2 кнопочки «Редактировать» и «Смотреть». Мы можем каждый шаблончик просмотреть. Выберем шаблон из категории «Лендинг». Лендинг – это одностраничный сайт. Основная задача такого ресурса – побудить посетителя к выполнению целевого действия. После того, как шаблон выбран, нужно нажать кнопку «Редактировать». Все управляющие элементы расположены слева и верхней части страницы редактора. В редакторе конструктора с левой стороны экрана расположены 7 вкладок. Давайте рассмотрим их подробнее. Первая вкладка – «Меню и страницы». Она регулирует меню сайта. С ее помощью можно добавить гиперссылки на страницы сайта. Вторая вкладка – «Фон». Она позволяет оформить фон страницы. Фон может быть однотонным, а также фоном может служить фото и видео из галереи Wix или из вашего компьютера. Третья вкладка «Добавить». С ее помощью можно вставить на страницу кнопки гиперссылки, галереи фото и видео, графические изображения из стандартного набора Wix и так далее. Вкладка «Добавить приложение» позволяет использовать дополнительные приложения Wix. Для более удобной работы отсортируйте приложения по категории «Бесплатно». Здесь можно вставить HTML-код, например, код викторины с другого сайта, счетчик посещений или ссылку на социальную сеть. Вкладка «Медиа» показывает все загружаемые вами файлы. Вкладка «Блог» позволяет вести блог, который будет привязан к вашему сайту. И последняя вкладка «Онлайн-запись». С ее помощью можно записывать людей и отсылать напоминания. Вверху экрана редактора Wix есть еще вкладки. Давайте тоже их рассмотрим поподробнее. Первая вкладка «Сайт». С помощью этой вкладки можно сохранить внесенные изменения, посмотреть предварительную версию или опубликовать сайт. Настройка. Здесь мы можем изменить домен сайта или отредактировать версию для слабовидящих. Во вкладке «Инструменты» настраиваются линейки, по которым можно регулировать размеры сайта. Следующие кнопки, на которые следует обратить внимание, это кнопка «Масштаб». Также рядышком находится кнопка «Отменить» или «Повторить». Вкладка «Сохранить проделанную работу». Предпросмотр нам позволяет увидеть компьютерную или мобильную версию сайта перед публикацией. Чтобы сайт был доступен онлайн, мы нажимаем «Опубликовать». Давайте выберем этот шаблон и на его основе попробуем сделать свой сайт. Пунктирные линии в редакторе показывают границы, за которые уходить нельзя, так как если я включу мобильную версию, то как раз видно границы, за которые переходить нельзя. Так, давайте внимательно посмотрим, какие объекты у нас имеются на сайте и что мы можем поменять.
Значит, с самого начала центральная картинка – это фотография, внутри находится логотип – это фото, текст, мобильное приложение. Значит, весь текст, который имеется на сайте, мы будем менять на свой, будем менять шрифт и содержимое. Далее, фотография – это фон, на котором расположено название нашего приложения, и еще какой-то призыв идет. Далее, здесь у нас текст и векторная графика, тоже можем заменить. Фон каждого блока мы тоже можем заменить. Сделать полоску видимой или под цвет фона подобрать. Основные приемы работы с текстом. Мы можем отредактировать уже готовый текст или добавить новый. Сейчас я покажу, как добавляется новый текст. Для этого на вкладке «Добавить» мы должны выбрать текст. Далее мы можем выбрать стили шаблона, заготовки и текст. Для того, чтобы добавить текст в сайт, нам достаточно выбрать нужный текст и просто перетащить его мышкой на наш сайт. Далее у нас появляется кнопочка «Редактировать текст». Мы можем на нее нажать, текст выделяется, появляется дополнительная вкладка, где мы можем поменять стиль. Далее мы можем поменять шрифт. Когда будете выбирать шрифт, ребята, не забудьте выбрать шрифт такой, чтобы он хорошо читался у вас на сайте. Рекомендуется использовать не более 2 шрифтов, без засечек. Дальше мы можем поменять размер нашего шрифта. Для этого мы пользуемся вот такой вот шкалой с кнопочкой вот такой и перемещаем, подбираем размер нашего шрифта. Далее мы можем отформатировать наш текст. Для этого есть у нас такие инструменты, как выбрать жирный текст, италик, подчеркивание. Я возвращаюсь к жирному. Далее мы можем поменять цвет текста. Для этого нам достаточно из цветовой палитры выбрать цвет, который подходит для нашего сайта. Также мы можем выровнять текст, используя кнопочки, сделать маркированный или нумерованный список, уменьшить или увеличить отступ. Теперь мы рассмотрим эффекты. Чтобы наш заголовочек на сайте был очень красивым, мы можем подобрать эффект. Внимательно подбираем, чтобы он действительно смотрелся интересно на нашем сайте. Интервалы. Мы можем поменять межбуквенный интервал. Для этого мы также пользуемся шкалой и подбираем тот интервал, который подходит к нашему тексту. Мы можем также межстрочный интервал установить. Для этого мы нажимаем «Настроить» и также с помощью шкалы смотрим, как текст будет выглядеть у нас на нашей странице. Основные приемы работы с графическим изображением. Чтобы вставить изображение в сайт, мы можем использовать загруженные фото с компьютера или же коллекцию от Wix. Выбираем первое, загружаем фотографию со своего компьютера. Для этого необходимо открыть папку, где хранятся изображения, и просто перетащить изображение в область загрузки. Затем мы просто нажимаем кнопку «Добавить на сайт». Все, картинка установлена. Теперь мы можем поработать с изображением, поменять его размер, наклонить, поменять дизайн, кадрировать. Далее можем использовать фильтры. Если нам ни один фильтр не подходит, выбираем первый. Следующее. Можем выбрать анимацию, то есть появление нашего изображения. Далее использовать ссылку на какой-нибудь, допустим, адрес веб-страницы или на страницу внутри сайта. Это мы рассмотрим позже на примере кнопки.
Рассмотрим следующий способ. Установим изображение из коллекции Wix. Нажимаем кнопку «Добавить», выбираем фото и, допустим, фото Wix. Из предложенной коллекции выбираем фото и добавляем на сайт. Далее мы можем с этой картинкой произвести те же самые действия, что и с предыдущим изображением. Как добавить кнопку на сайт? Для этого необходимо выбрать вкладку «Добавить». И нам предлагается выбрать стили шаблонов, затем кнопки с текстом, кнопки значки и так далее. Выбираем первую кнопочку и перетаскиваем ее на страницу сайта. Далее мы должны изменить текст. В этом окошке мы вводим название нашей кнопочки. Допустим, перейти на сайт. Дальше мы можем поработать над этой кнопочкой. Мы ее можем вращать. Мы можем ее растягивать. Далее мы можем поменять текст внутри кнопочки, выровнять ее по левую, по правую границу или выровнять по центру. Следующее – дизайн. Значит, мы можем настроить дизайн нашей кнопочки. В этом разделе мы можем из готовых кнопочек выбрать какой-нибудь себе вариант. Ну, допустим, третий. Далее поменять цвет. В этой области мы должны выбрать цвет нашей кнопочки. Ну, допустим, вот такой вот. Также выбрать при наведении, то есть когда мы будем наводить мышкой на эту кнопочку, мы тоже будем менять цвет нашей кнопочки. Допустим, посветлее будет. Ну, этого достаточно. Также можем поменять цвет текста внутри кнопочки. Ну, по-моему, белый самый оптимальный. Все, работа с кнопочкой сейчас здесь закончена. Следующее, мы можем анимировать нашу кнопочку. Нам дается коллекция всяких анимаций. Ну, выберем, допустим, вот эту. Тут мы можем длительность указать, задержку и так далее. Следующая ссылка. Здесь мы должны указать ссылку, куда мы будем переходить после нажатия на нашу кнопочку. Я выбираю веб-адрес и записываем wix.com. То есть после нажатия на нашу кнопочку у нас будет автоматически управление передаваться на этот сайт. Сохраняем. Сохраняем. Нажимаем предпросмотр. Вот у нас появилась кнопочка. Теперь я на нее нажимаю. И мы переходим на сайт Wix. Как изменить фон страницы? Для этого на второй вкладке «Фон страницы» мы можем поменять цвет. Используя цветовую палитру, мы можем подобрать цвет однородный для нашей страницы. Это первый способ. Второй способ – выбрать фото. Фото мы можем выбрать из галереи. И следующий пример – это выбрать видео. Так, чтобы увидеть видео, мы должны сохранить страничку и сделать предпросмотр. Вот так выглядит видео на нашей странице. Сейчас мы с вами рассмотрим, как добавить панель соцсетей на ваш сайт. Нажимаем «Добавить», выбираем «Соцсети» и выбираем панельку. Для этого просто ее нужно перетащить на сайт. Дальше можно подключить соцсети. Нажимаем «Готово» и перемещаем на то место, где они у нас будут установлены. Ну, допустим, здесь. Также мы можем использовать макеты, анимацию. Все. Значки соцсетей у нас используются. Чтобы с нами могли связаться, мы должны вот такую информацию оставить на нашей страничке сайта. Значит, первая часть – это текст. Как работать с текстом мы рассмотрели ранее.
Следующее – это форма Wix. Значит, мы ее должны взять из «Добавить» вкладки «Формы и связь». Далее мы выбираем какую-нибудь из предложенных форм. Нам подходит вот эта. Я ее просто перетаскиваю на страничку. Ребята, мы с вами рассмотрели основные приемы работы с текстом, с графическим изображением. Вы узнали, как можно поменять фон страницы, добавить кнопку, панель соцсетей и Wix-формы. Попробуйте на примере любого шаблона одностраничного сайта сделать свой сайт. Для этого заранее подберите картинки и продумайте текст. Для образца я даю ссылку на мой сайт. Давайте повторим. Лендинг – это одностраничный сайт. Основная задача такого ресурса – побудить посетителя к выполнению целевого действия. Лонгрид – длинный текст, статья-рассказ, разбитый на блоки с помощью различных мультимедийных элементов – фотографий, картинок, видео, диаграмм. Контент переводится как «содержимое». Контент сайта – это все содержимое сайта, предназначенное для конечного пользователя. Это текст, картинки, видео и аудиофайлы. Сегодня на уроке мы узнали, что такое конструктор сайтов, лендинг, шаблон, лонгрид, контент. Познакомились с конструктором сайтов Wix. Научились создавать сайт. Наш урок подошел к концу. Я желаю вам успехов и хорошего настроения. До новых встреч!